Вода, вода, кругом вода, кругом вода, лодка моя. Ух-ух-ух-ух. Пусть все промоет. Хорошая вода поднимется там. Озера пусть промывает течением. Это нормально. Так. Ты смотри, дождь так и не прекращается. Что ты будешь делать? Так. Так, так, так. Так, так. Так. Вода с мусором. Талая вода. Талая вода. Талая вода. О, навес. Вообще удобный. В дождливую погоду можно здесь чем-либо заниматься. Вещь, конечно, она. Навес. Беседка, навес. Кто как говорит. Опять дождь усиливается. Бляха-муха. Так, ребят, немножко записал, что я приехал, что я буду ночевать, какие заторы на реке, нехорошие заторы, между прочим. Заварил лапшу быстрого приготовления с яйцом на скорую руку, потому что сейчас перестал идти дождь. Я думаю, схожу к реке за бензопилой и буду заготавливать дрова. Здесь вот валежник, сломанное дерево лежит там. Сухое дерево, вообще он уже сухое.
И на осень это я приготовлю. А вечером, наверное, буду готовить макароны с колбасой. А сейчас на скорую руку вот это я заварил. Так что будем обедать. Что бы вы мне не писали, обычные макароны. Мука, яйцо. Из чего он сделан? Вода. Не знаю, почему так отрицательно пишут про эту лапшу. Ну, может быть, приправы, конечно же, вред несут, но что сейчас не несет вред? Если взять в магазине, там, перечислите, что там полезного и натурального. Хотите сказать, молоко продают полезное, натуральное? Да ни хрена. Ничего там нету. Все на удобрениях, все на химии, все на выращено, все на, я не знаю. Натурального ничего нету. Натуральное прошло. Натуральный век. Сейчас только осталась вот такая лапша. Но очень вкусная. Почему бы и не съесть? В меру только. Короче, я обедаю. Слушаю звук природы. Все сыро, ребят. Вон как висят. После дождя. Блин, пока шел, такой круг приходится делать. Все залито уже. В лодке там тоже много воды. По-новому надо вычерпать. Это дождевая вода. Так-то в лодку не заходит. Как бы герметично я смазал все. Сейчас к речке еще схожу. Тут тоже вода. Шумно, весело тут. Вот река. Быстрая река. Быстрая река. Зайчишка постарался. Вот так. Немножко проясняется он там. Все, наконец-то дождь перестал, ребят. Вот это да, попадалово сегодня. Да ничего, надо было. Мог бы, конечно, переждать я на первой избе все это дело. Но в то же время теряешь. Время теряешь. Видите, какая елка. Как палатка, блин, туда зашел.
спальник постелил и спи. Так. Кругом залито. Скажу еще вон туда. Снова река. Напрямик прошел. Целый поворот. Так зигзагами река идет. Ух, страшно. Большая вода, страшная вода. У матери брат утонул по большой воде, вот и он не жалеет никого. Это вода. Ошибку сделал, все, пиши пропало. Течет. С пеной идет. Это завтра, бля, опять уровень поднимется. Смотрите, сколько пены идет. Знаю, что делать, может лодку. Боюсь того, что так быстро может вода подняться, что к лодке не подобраться потом. Такая картина может случиться. Здесь вот вода начинает заходить, вот напрямик будет течь. Прям сразу течением будет бить там на берег. Немножко уже осталось. От силы полметра. Там еще ниже, наверное. Бывает там, ну, раньше тоже почаще я выходил по большой воде. Ездил много. Ветерок мотор был у меня. Заедешь на такое, как сказать, таежную речку. Таежная речка из берега выйдет. И потом путаешь, где река, блин, куда ехать. Такие места попадают. Действительно, можешь там заблудиться. Вот и на днях тоже вот этот все из берегов выйдет река. Сейчас левее пойду. Сразу к лодке. Вот тут уже, видите, вот здесь низина вроде как. Вот здесь и начнет проходить, вот уже пробирается вот по берегу река. Там еще ниже. Ну да. Так и есть. Уже уровень, считай, становится больше, чем в прошлом году. О, видели? Заходит уже на берег вода.
Там уже возвышенность более-менее. А здесь вот самая низина. И здесь пройдет. Прям течением будет бить. И через озеро будет проходить эта вода. По озеру там. Короче, свое дело делает. Тут, блин, так, как паутина, черемуха. Смотрите. В таежных речках всегда так. Так. Ну вот, ребят, именно показал, как я пилю бензопилой Чемпион. Посмотрите, сколько дров. Вот. Вон там конец, где сломанное дерево, вон там. По количеству не знаю, сколько чурок. Ну, заправка. Сейчас уже пару чурок может еще спилит. Заправка закончится. Ну, кроме пилки я еще сучья обрезал. Вот. И что я могу сказать? Для походов это Чемпион. Это не реклама. Это я просто купил для себя. Для походов, для заготовки дров, да, по бытовым делам возле избы там. 8000 это пила. Многие хвалят штиль 180, 250 за 35 тысяч. Пилит одинаково. Конечно, чуть-чуть мощности не хватает, но пилит, я показываю, нормально пилит. Есть какой-то шум и есть. Не знаю, сколько он будет работать. На данный момент бензопила Чемпион меня радует. Очень даже. Вот. Сейчас я это буду куда-нибудь складывать. Вон туда куда-нибудь. Отсюда. Все надо отсюда вон туда куда-нибудь закидать и сложить.
там вершинка чуть-чуть осталась. Там одни сучья. Вот такие дела. Ну вот, ребят, столько дров у нас получилось. Ну, заправка тут. Чемпионом я одну заправку спилил. Сухая елка, она жесткая. И еще, как видели, сучья пилил там. Но заправка ушла. 300 с лишним миллилитров, она влезает там в бак. Немножко закрыл, такой навес небольшой сделал. Конечно, земля сейчас мерзлая земля. И, возможно, всякое может быть, что просто эти дрова могут свалиться. Такой упор небольшой сделал. Ну и чтобы ветром этот жесть не улетел. Вот такие дела. Ну, примерно так. Сейчас пойду на избу. Думаю, пора готовить ужин. Пилу я уже отнес. Вот этот скворечники, все по пути возьму. Жалко с трещины. Я бы, конечно, скворечник организовал. Тяжелый, блин, тяжелая чурка. Дымит. Дым столбом. Сейчас по-новому сухие дрова закину туда. И, как сказать, это сразу расколоть тоже. Так, вот здесь. Расколете эту чурку. Блин, такой тихий вечер, вообще штиль. Вторые сутки в лесу. И что вчера, что сегодня, вот такая же тишина. Ветра вообще нету. Хотя штормовой ветер начинался. Вообще штиль. Очень хорошо слышно сейчас издалека, как моторы ходят. Слышно. А хотя не близко. Сейчас уровень воды высок и издалека все слышно. А может, по этой таежной реке кто-то поднимается. Тоже возможно.